До конца года во всех регионах Уральского федерального округа появятся пункты первичного приема наркозависимых. Меры по реабилитации наркоманов усиливают чиновники, церковь и врачи. Сейчас в округе один из ярких примеров правильной работы в этом направлении – центр в Полевском. Сегодня там побывали представители аппарата полпреда. Сюжет Юлии Першиной. В православный реабилитационный центр Алексей, по его словам, пришел на 2 дня. Просто посмотреть, а остался на полгода. Это только половина курса. Он рассчитан на год и привязан к церковному календарю. Но уже сейчас молодой человек говорит с уверенностью. Ему стало намного лучше. Прежде чем поехать в центр, находился в состоянии полного отчаяния, уныния, потому что много лет уже употреблял наркотики, и мне уже ничего было неинтересно в этой жизни, а после нахождения здесь, у меня уже какие-то там мечты появились, перспективы, и вообще полностью пересмотрел свою жизнь. Центр реабилитации в Полевском существует уже 12 лет. Он рассчитан на 30 человек. Наркоманов здесь лечат трудом по 8 часов в день и молитвой. Каждый вечер в 22 часа все воспитанники здесь собираются вместе и стоят перед нашим иконостасом и совершают молитву по соглашению. Есть такая традиция в православии. Директор центра проводит экскурсию для членов общественного совета при управлении наркоконтроля и сотрудников аппарата полпреда. Все 12 лет центр работает по своей особенной православной методике. Здесь нет никакого физического воздействия, только духовное воспитание. Человек – существо в первую очередь духовно-нравственное. И тогда, когда у человека развивается зависимость, поражается именно этот уровень саморегуляции, самый высокий, духовный. От него зависит все остальное. И поэтому избавление от зависимости лежит именно в этой плоскости, на этом уровне. Внимание аппарата полпреда к деятельности центра не случайно. 25 февраля на совещании Совета безопасности в Екатеринбурге полпред Игорь Холманских назвал наркоманию одной из главных угроз национальной безопасности страны и добавил, что в Уральском федеральном округе ситуация хуже, чем в среднем по России. Досталось и негосударственным центрам реабилитации. По словам полпреда, их работа зачастую направлена на получение коммерческой выгоды, привлечение адептов секты и на достижение политических целей. Очевидно, что нужно искать новые подходы. Например, создание новой системы реабилитации в тесном сотрудничестве с Русской Православной Церковью. Этот центр, он сейчас интересен как методический центр во многом для подготовки специалистов. Первый этап – это построение системы духовного попечения, подготовка специалистов из числа священников и из числа волонтеров. В реабилитационном центре готовы поделиться своим богатым опытом. Главным показателем успеха здесь считают то, что воспитанники сбегают редко. Чаще возникает другая проблема. В положенное время они не хотят из центра уходить. Юлия Першина, Альберт Полудницын. Информационная программа «День». Полевской, Свердловская область.